Всемирный день доброты отмечается в десятках стран по всему свету. Славная традиция дарить добро собрала под свои знамена множество единомышленников, волонтеров и добровольцев, которые из года в год неустанно работают по всему миру и вдохновляют людей на совершение добрых дел. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие. Достаточно лишь подарить капельку доброты окружающим, совершить искренний, благородный поступок. В Абхазии традиция отмечать этот по-настоящему светлый праздник появилась много лет назад. И теперь ежегодно в школах страны проводят тематические уроки, различные ярмарки, на которых ученики продают поделки, фрукты и сладости. В этом году уполномоченная по правам ребенка директор благотворительного фонда Ашана Мактина Джинджолия провела урок добра в первой Ткварчальской школе. Ежегодно мы, представители фонда, волонтеры и любой желающий, посещаем уроки добра. Обычно мы всегда ориентируемся на столицу. В этом году решили выехать в районы. Уроки добра по инициативе фонда Ашана проводятся в Абхазии с 2014 года. В этом году 10 лет, юбилейная дата. Можно сказать, что такие уроки, они уже становятся традиционными для нашего общества. По словам Мактины Джинджолия, главная цель уроков добра – нравственное воспитание подрастающего поколения, в котором первоочередно необходимо взращивать милосердие, добро, сочувствие и эмпатию. Это не просто благотворительная акция, а ценная возможность рассказать детям, что творить добро в жизни, быть отзывчивым и чутким в отношении других людей – это важный, естественный процесс, формирующий здоровое, счастливое общество. Каждая школа, ученики, родители, учителя подходят креативно к проведению этих уроков, ежегодно организовывают концерты, ярмарки, выставки. Вырученные средства по решению школы чаще всего отправляют в наш фонд на лечение тяжелобольных детей. Но хочу подчеркнуть, что это не самоцель этой акции. Акция, конечно же, больше направлена именно на нравственное воспитание детей. Ученики первой школы сегодня послушали лекцию Мактины Джинджолия, посвященную правам людей с ограниченными возможностями. Будем говорить о добре, о нравственности, о людях с инвалидностью, о том, кто такой человек с инвалидностью, с какими проблемами он сталкивается, что для них мы как общество можем сделать. Помимо государственной поддержки мы будем говорить о том, что каждый из нас, житель Абхазии, может сделать для того, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья жилось легче, чтобы их права не нарушались, чтобы они были социализированы в нашем обществе. Как отметила Мактина Джинджолия, многолетняя работа фонда в этот день направлена на формирование гражданского общества, неравнодушного к друг другу. Главный специалист отдела образования администрации города Ткварчал, учитель начальных классов первой школы Инга Званбая рассказала: Всемирный день добра отмечается в стенах школы ежегодно, проводятся разнообразные ярмарки, ученики собирают посильные средства в помощь фонду Ашана, учатся быть добрее друг к другу и окружающим. Каждый год мы проводили ярмарку, то есть дети продавали свою продукцию. Также каждый год мы, начиная с 1 класса до 11 класса, собираем, кто сколько может, и сдаем в фонд Ашана. Это у нас как бы такая традиция уже много лет. Дети ежегодно отзываются с хорошей стороны, думая, что они проявят большой интерес сегодня. С самых юных лет школьники уже учатся дарить добро, внимательно и трепетно относиться к тем, кому особенно нужна наша помощь и поддержка. Ученики первой школы в преддверии Всемирного дня доброты собрали 12 тысяч рублей и передали в фонд Ашана. Ведь самое важное, что есть у каждого человека, это возможность каждый день дарить добро. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.